В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах. В Якутии с февраля выросли размеры федерального и регионального материнского капитала. Узнаем подробнее о размерах выплат. В Мирнинском районе зафиксирован всплеск гиперпреступности. Более 300 пострадавших. Узнаем, почему схемы мошенников продолжают работать. В день борьбы с раком врачи и пациенты Якутска открыли совместную выставку «Вместе победим». Узнаем о том, как вера в себя и поддержка помогают справляться с болезнью. Неделя погружения в культуру Китая завершена. Узнаем, как студенты и школьники покоряли жюри знанием языка и талантами на фестивале «Университет 360». От Якутии до мировых столиц масс-рестлинг расширяет границы. Кто станет хозяином чемпионатов в 2026 и какие арены готовят в России. Узнаем подробности. Центральная избирательная комиссия России определила ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва 20 сентября этого года. Согласно законодательству, днем голосования станет 3 воскресенье сентября. Официальный указ президента о назначении выборов будет опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий нового состава Думы составит 5 лет, до сентября 2031 года. В Госдуме также отметили, что уже фиксируются попытки со стороны Евросоюза помешать международному наблюдению за предстоящим избирательным процессом. По данным Социального фонда России, в декабре прошлого года средний размер пенсионного обеспечения в стране достиг 23 538 рублей. Это почти на 2500 рублей больше, чем годом ранее. Для сравнения, в декабре 2024 года средний размер пенсии составлял около 21 тысячи рублей. С 1 января этого года проведена индексация страховых пенсий как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Размер повышения составил 7,6%. В Якутии с февраля выросли размеры федерального и регионального материнского капитала. Проведена индексация социальных выплат на 5,6%. Теперь при рождении второго ребенка общая сумма федерального маткапитала, если не получали на первого, составит 963 243 рубля. Региональный материнский капитал также вырос. Семьи, получившие право на него после 2020 года, теперь могут рассчитывать на 288 972 рубля. Кроме материнского капитала, порядка 76,5 тысяч рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». После пожара в селе Танда прокуратура Якутии инициировала массовые проверки детских садов. Прокурор республики Сергей Дябкин поручил провести масштабную проверку пожарной безопасности во всех дошкольных учреждениях региона. Поводом послужило происшествие в Усть-Алданском районе, где в ночь на 4 февраля огонь полностью уничтожил здание детского сада. Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и проконтролирует соблюдение прав 26 воспитанников на получение образования. В Мирнинском районе поток жалоб от жертв мошенничества не иссякает, несмотря на усилия полиции. Только за прошлый год на территории Мирнинского района было зарегистрировано 314 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общая сумма ущерба составила 89 миллионов 257 тысяч рублей. Подробнее смотрите далее. Жительница Мирного пополнила число потерпевших от дистанционных мошенников. Заявительнице позвонил курьер и сообщил о некой посылке, которую она может получить только после того, как заполнит заявку, пройдя по ссылке. Ввела на неизвестном сайте свои личные данные, а также СМС-код, который поступил на мой телефон. После чего ко мне начали поступать звонки от специалистов госуслуг и Центробанка. Они предупреждали о взломе моего личного кабинета и оформлении кредитов на мое имя. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, аферисты велели ей лично оформить заем и перевести все средства на продиктованный ими безопасный счет. Испуганная женщина выполнила все указания злоумышленников и лишилась крупной суммы денег. Начинают якобы звонить сотрудники полиции, сотрудники ФСБ, сотрудники СК. Понятно, что никто из силовых структур звонить
потерпевшим по данному факту не будет, и не будет их уговаривать на то, чтобы они пошли на какую-то сделку с органами. Да? Сотрудник ФСБ, сотрудник полиции позвонит и скажет, что нужно подойти в такой-то отдел, во столько-то часов договориться о месте встречи, да? Но по телефону ничего ни с кем решать он не будет. Несмотря на активную профилактическую работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения и информирование об основных схемах обмана, люди продолжают попадаться на удочку злоумышленников. Хотелось бы предупредить граждан, чтобы граждане были бдительными, не сообщали никакие коды, которые приходят к ним на телефоны, не общались с подозрительными лицами. Сразу призываю класть трубку в данном случае, ну и обратиться в отдел полиции по месту жительства, где вам все помогут, разъяснят, расскажут. Кроме того, правоохранители призывают граждан делиться информацией о новых схемах обмана, с которыми они столкнулись, чтобы помочь другим не стать жертвами мошенников. Анна Васильева, Мирный. Более 700 семей льготной категории в Якутии улучшили свои жилищные условия. На эти цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было направлено 1 миллиард 324 миллиона рублей, из которых 745 миллионов составили средства республиканского бюджета, а 579 миллионов федерального. Новое жилье и социальные выплаты получили 283 молодые семьи, 149 детей-сирот и 107 граждан, чьи помещения пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Поддержка затронула ветеранов боевых действий и героев труда. В Якутии готовится к запуску Жатайская судоверфь, ключевое предприятие для обновления речного флота и развития трансарктического коридора. Завод площадью 58 тысяч квадратных метров сможет ежегодно выпускать до 10 судов. Основные объекты, включая слипы и корпусные цеха, уже работают, а на стапелях находятся первые заказы – паром и 100-метровая баржа. Учитывая, что средний возраст судов в Ленском бассейне составляет 42 года, верфь обеспечит потребность региона в 283 новых суднах до 2035 года. 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы против рака. В Якутии же эта дата связана еще и с открытием нового здания онкодиспансера. Вот уже 2 года сюда стекаются пациенты со всех уголков республики. Они и доказывают справедливость выражения «рак не приговор». Тем продолжит Саргалан Неустроева. О своем заболевании Галина Норина узнала случайно. Женщина признается, в заботах рабочих дней не было времени прислушаться к сигналам собственного организма. Сегодня пациентка после длительного лечения готовится к выписке из Якутского республиканского онкодиспансера. Начиная с первого шага в онкологическом диспансере, все пронизано заботой и любовью к пациенту. То есть тут же подходит к тебе персонал, спрашивает, что нужно, куда идете. Разговор идет на тех языках, которыми владеет, соответственно, пациент. Это тоже очень многое значит, потому что у нас районные, допустим, пациенты, они очень скромные, они лишний раз никого беспокоить не будут. Единственное, не хватает развлечений, отмечает Галина Норина. Простой телевизор в палате или небольшой концерт в холле онкоцентра сильно бы разрядил психологическую напряженность пациентов. А их немало. Ежегодно врачи диагностируют рак у более чем 2000 жителей республики. Из них у примерно 400 – онкология легких. Она занимает первое место по распространенности. Рак легкого занимает ежегодно ведущие позиции как по заболеваемости, так и по смертности. Основной причиной является все-таки курение. 90% из всех болеющих раком легкого – это курильщики. Именно поэтому самой эффективной профилактикой онкозаболеваний врачи считают банальный отказ от вредных привычек, ведение здорового образа жизни и правильное питание. Но и регулярная диспансеризация. Как признается наша героиня Галина Норина, она бы и подумать не могла, что у нее рак, ведь ничего не болело. Никто не просит совершать подвиг Матросова. Надо единственное только. Вам позвонили с лечебного учреждения, прислали письмо, извещение. Вы должны просто встать и пойти, найти время. Этот день даже оплачивается на работе. День посещения для проведения диспансерного наблюдения. Это не так сложно. Врачи отмечают, в Якутии растет количество ранних выявлений рака. Это практически гарантирует высокую эффективность лечения. При раннем обнаружении опухолевых заболеваний
очень вырастает возможность радикального лечения. То бишь, например, при опухолях щитовидной железы, при раннем обнаружении может потребоваться оперативное лечение, удаление всей щитовидной железы или доли щитовидной железы. И после этого при успешной операции пациент просто может наблюдаться. Сегодня на учете в якутском онкодиспансере стоят свыше 15 тысяч пациентов. Средний возраст около 60 лет, то есть трудоспособное население. Но в силах каждого эту ситуацию изменить. Необходимо только остановиться и прислушаться к себе. Все ли со мной в порядке? Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. Также в День борьбы с раком в Якутске открылась выставка «Вместе победим». В художественном музее представлены 30 работ людей, которые сами прошли через онкологическое заболевание, а также врачей республиканского онкодиспансера. Экспозиция стала частью проекта «Антирак. Поддержка выживших». Подробности в сюжете далее. Картины, за которыми личный опыт борьбы и возвращения к жизни. Уникальность выставки «Вместе победим» в объединении врачей и пациентов. Одна из участниц проекта Кира Николаева. На ее картине изображены ленские столбы. Совсем недавно Нина победила рак. В проекте «Антирак» она состоит около года и признается, творчество стало важной частью ее восстановления. Работа выполнена акриловыми красками. Сама картина о себе говорит. Гордость Якутии. Такой работы не было ранее выполнено, поэтому именно на выставку отобрали вот эту работу. В принципе, мне нравится рисовать живопись, и в этом году я, в принципе, только начала пробовать рисовать. Арт-терапия – одно из направлений проекта. Национальный художественный музей сотрудничает с проектом на протяжении 6 лет. Здесь проходят мастер-классы, экскурсии и встречи со специалистами. Арт-терапия, она как раз поднимает вот эти внутренние витальные силы человека и способствует эмоциональному выздоровлению, наверное, эмоциональному наполнению положительному человека. И вот все это, мне кажется, очень хорошо демонстрирует данная экспозиция. Проект «Антирак. Поддержка выживших» реализуется в Якутии с 2018 года в рамках гранта главы республики. Его главная задача – улучшение социально-психологического состояния людей после прохождения лечения. Выжившие от рака потом после лечения, после операции, после химиотерапии предоставлены сами себе, и они переживают очень сложное время. Им нужен психолог, им надо вернуться на работу. У них очень много побочных эффектов от тяжелого заболевания. И вот мы создали такое движение с целью улучшить качество жизни онкологических больных, помочь им адаптироваться, социализироваться и вернуться к работе. Участники проекта создали поистине незабываемые и лучистые работы. Каждая картина демонстрирует любовь к родному краю, к изобразительному искусству, к себе и к жизни. Выставка «Вместе победим» будет работать до 10 марта. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Нерюнгринская центральная районная больница установила рекорд, приняв на работу 66 молодых специалистов в прошлом году. За выдающиеся результаты в кадровой политике учреждение и его главный врач были отмечены памятным знаком Минздрава Якутии и медицинской палаты. Пополнение штата стало возможным благодаря нацпроекту «Продолжительная активная жизнь» и муниципальным программам, предлагающим единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. В больницу пришли врачи востребованных профилей – анестезиологи, реаниматологи, педиатры, оториноларингологи и терапевты. Параллельно ведется подготовка будущего резерва по целевым направлениям в Амурском медакадемии. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии обеспечивает поддержку более 9 тысяч ветеранов боевых действий и членов их семей. Социальными координаторами оказываются комплексные персональные меры сопровождения, в том числе решение различных вопросов. Подробнее об их деятельности узнаем у Анастасии Пуляевой. Ежедневно социальные координаторы помогают ветеранам боевых действий и членам их семей в решении самых разных и местами сложных вопросов. Количество таких специалистов по всей стране сейчас составляет 4400 человек, а 57 из них оказывают всесторонние меры поддержки в нашей республике. Основная задача социальных координаторов – это быть связующим звеном между органами исполнительной власти, муниципальной власти. И они оказывают помощь
за содействие и поддержку в решении тех или иных вопросов. Социальные координаторы помогают с аспектами назначения мер социальной поддержки, организации лечения и реабилитации, оказанием помощи в восстановлении и оформлении документов, в том числе удостоверения ветерана боевых действий. Немаловажной частью является и социализация, включая вовлечение в спорт, а также различные общественные и патриотические проекты. В первую очередь, конечно, наша задача – возвращение к мирной жизни уволенных ветеранов боевых действий и помощь членам семьи погибших, чтобы все меры поддержки им были наказаны. В основном обращаются по назначению мер поддержки касаемо выплат, компенсационные выплаты, выплаты по ранению, также получение новой профессии, либо поиск работы. В филиал фонда «Защитники Отечества» можно обратиться за консультацией к специалистам из разных организаций, включая Центр занятости населения. Ветеран СВО Николай Капитонов, например, ранее получил среднее профессиональное образование и теперь планирует пройти курсы бульдозериста. С детства хотел работать на больших машинах. И курсы начнутся с 1 марта по 31 июля. Где-то ориентировочно 800 часов. Встретили хорошо, все быстро, понятно объяснили. Перед началом работы каждый социальный координатор проходит специальную подготовку, а после трудоустройства за ним закрепляется наставник. Для новичков составляется индивидуальный план развития, благодаря которому специалист точно знает, как и чем помочь в той или иной ситуации. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. В Саха-гимназии прошел традиционный смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества и 25-летию юбилея образовательного учреждения. Учащиеся показали отточенность движения, слаженность и дисциплину. С какими успехами в патриотическом воспитании гимназия встретила значимую дату, расскажем в следующем материале. В смотре песни и строя традиционно участвуют от мала до велика, как малыши из начальных классов, так и ученики старших классов. Как отметили в гимназии, их дети ежегодно занимают призовые места на городских и республиканских этапах. В прошлом году наша школа в 4 группах занимала призовые места, и старшеклассники 2 место заняли в городском смотре строя и песни и участвовали 9 мая парад Победы в городе Якутске. Помимо смотра, ученики гимназии участвуют во множестве патриотических проектах, выступают в военно-спортивных играх, а также состоят в общественном движении «Волонтеры Туймаде». Во всем этом школьников поддерживает Совет отцов, представители которого в этот день подарили гимназии 5 квадрокоптеров. Мы поддерживаем все мероприятия, которые проходят в школе, а также сами инициируем, проводим и участвуем. Например, это весной, в конце марта мы проводим якутскую подледную рыбалку «Куюр». Осенью, в начале зимы мы проводим рыбалку нашу национальную «Монка». Со всеми детьми выезжаем. А также нашей гордостью является проведение городских соревнований отцов и сыновей Агакюрага. Членами жюри, оценивающими отряды, стали выпускники гимназии. Один из них, Прокопий Степанов, сам неоднократно был командиром своего класса на смотрах и высоко оценил подготовку и вовлеченность нынешнего поколения. Я, как выпускник данной школы, могу с уверенностью сказать, что школа воспитала во мне широкий патриотизм. Соответственно, многие события и в истории нашей страны, ее политической и патриотической подоплеки были хорошо мне, скажем так, вскормлены именно данным учебным заведением, благодаря нашим учителям и руководству школы. В этом году за маршем наблюдал Герой России Николай Евдокимов. Ему провели экскурсию по школе, а также рассказали о проводящихся мероприятиях в рамках патриотического воспитания. На смотре же Николай стал одним из членов жюри. Гимназия очень хорошая, все выпускники очень достойные. Сегодня довелось пообщаться с отцами этой гимназии. Все работают очень сплоченно, очень командная работа. В итоге ребята выходят отсюда очень достойные, поступают по разным направлениям, от медицины до полиции. В целом считаю, что гимназия на очень хорошем, высоком уровне воспитывает детей, что и должно происходить в наше время. Такие мероприятия не только дисциплинируют школьников, но также воспитывают из них лучших членов общества, которые любят свою родину. Тимур Калмогоров, Джилустан Иннокентьев, Якутск.
В культурном центре СФФУ состоялось завершение 5-го международного фестиваля «Университет-360. Ветер с Востока». На протяжении недели студенты университета и школьники республики принимали участие в Олимпиаде по китайскому языку, в конкурсе талантов по созданию видеороликов о китайской культуре. Также в программе мероприятия проводились мастер-классы по ушу, каллиграфии, китайской медицине и рисованию. На закрытии фестиваля наградили победителей, а студенты и творческие коллективы представили концертные номера. Можно показать свои таланты, то, что ближе всего. Кто-то может пойти участвовать в конкурсе каллиграфии, баннеров, кто-то может снять видеоролик мотивирующий. Также, как для педагогов, мы должны приобщать детей к иностранным языкам, культуре, чтобы развить вторую языковую личность в них. Когда я узнал, что здесь есть кафедра педагогики именно английского языка и китайского, я был очень рад. Первое место, которое я хотел, это сюда. Вот и получилось. В фильме якутского режиссера Алексея Романова «Легенда вечных снегов» включен в длинный список премии Ника. Картина номинирована в 5 категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший оператор и лучший художник. Сейчас проходит первый этап отбора. Члены Российской академии кинематографических искусств будут голосовать до 19 февраля. «Легенда вечных снегов» – это мистическая драма, которая является сиквелом фильма «Маппа» 1986 года. В Ленске прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников. В состязании приняли участие 10 команд. Все они боролись за звание лучшего стрелка. Ребята продемонстрировали целеустремленность, выдержку и настойчивость. Подробности об этом далее. Перед началом соревнований участники ознакомились с правилами техники безопасности, получили рекомендации по технике стрельбы. После ребята были разделены на 4 возрастные группы. Каждой команде предстояло выполнить упражнения: 3 пробных и 5 зачетных выстрелов по мишени с положения сидя, с упором локтей на стол. На подготовку и пробные выстрелы отводилось 5 минут, на зачетную серию – 10. Пробная мишень, в которую мы делаем 3 выстрела. Выстрел сделали, пригнали и посмотрели. Понятно? Только потом, когда я вам разрешу, мы ставим зачетную и стреляем 5. Варвара Коротких – ученица 10 класса, школы номер 2. Начала заниматься стрельбой в 5 классе. С каждым годом девушка совершенствовала свой уровень мастерства. Сегодня она одна из перспективных стрелков. Признается, что, поражая мишень, она получает порцию адреналина. Поначалу все шло хорошо, потом под конец немножко рука забилась, тяжело было держать, а так, в принципе, результат хороший. Стреляли участники с 10 метров. Пневматическая стрельба самая сложная. Очень маленькая мишень и расстояние. Поэтому тут нужна была четкость и точность. Повезло в пробных выстрелах Полине Брайфогель. С первого раза она сразу попала в десятку. Думаю, очень даже хорошо. Но вот на самом контрольном выстреле, 3 нормально. Наверное, забыла, как представила. Но так все хорошо. Командный результат складывался из суммы очков всех стрелков, представляющих школу. Личный зачет определялся по сумме набранных очков. Юные стрелки показали высокое мастерство. Упражнение близкое к сдаче нормы ГТУ. Ребята могут этот зачет перенести на свою сдачу ГТУ. Очень радует, что очень много команд. Столько, по-моему, 10 команд у нас еще ни разу не было. Хотя, конечно, ребятишки волнуются. Некоторые на тренировках гораздо лучше показывают результаты. Пусть учатся. Соревновательный опыт – это тоже опыт, тоже надо учиться. Мероприятие прошло на отлично с первой минуты, и до последнего выстрела в спортивном зале присутствовали одновременно азарт и волнение. Каждый участник был настроен на победу. Команды, показавшие лучшие результаты в общем зачете, получили кубки и командные дипломы. Почетное первое место заняла команда 4-й школы, второе место команда села Бичинча и 3-е место команда 3-й школы. Призеры и победители в личном первенстве были награждены почетными грамотами и медалями. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Масс-рестлеры по всему миру готовятся выйти на помост. Соревнования в 2026 пройдут четко по календарному плану Международной федерации масс-рестлинга. Какие чемпионаты пройдут в России, какие страны проведут у себя, о международном масс-рестлинге расскажем в следующем сюжете. Быстрее, выше, сильнее.
Федерации масс-рестлинга Якутии 30 лет. Именно этой дате в этом году приурочены мероприятия Международной Федерации масс-рестлинга. Долгожданное событие. После длительного перерыва чемпионат мира примет Россия. Он пройдет в столице Татарстана во дворце единоборств Акбарс с 26 по 30 ноября. К этой дате спортсмены должны подойти на пике своей формы. Предварительно о своем участии уже заявили масс-рестлеры из 40 стран. Республика Саха-Якутия. А что по континентальным? Всеамериканский чемпионат пройдет в Лос-Анджелесе. Старт в начале года. Южноамериканский в бразильском Сан-Паулу. Ждем в апреле. Заявлены все веса плюс абсолютка. В июле готовим канадские визы. Город Калгари проведет открытый чемпионат Северной Америки. Ковбои вновь сделают акцент на якутской культуре. На особом месте международные соревнования в программе Всемирных игр кочевников. Они пройдут в Кыргызстане в начале сентября. Победа пришла. В 2026-м пройдут и международные турниры по масс-рестлингу в Кыргызстане и Казахстане. Среди школьников в Канаде, Кубок ВДНХ в Москве. Традиционно помост развернут и на Восточном экономическом форуме. И новинка сезона – международный молодежный турнир Кубок Фараона в Египте. Будет жарко. Он объединяет людей, как спорт – это посол мира, надо держать палку и выяснять отношения на ковре, правильно? И в этом ключе, конечно, масс-рестлинг сегодня вообще стал очень популярным, зрелищным видом спорта. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.